Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. О самом значимом за сегодня в ближайшие полчаса. Прямая линия с президентом. Повторяю, нужно это делать. О чем спросили Владимира Путина, выслушал Дмитрий Аринин. В 38 районах республики введен режим ЧС из-за засухи. Пшеницы не хватает влаги. На сегодняшний день, если при достаточном количестве влаги, она должна быть вот такая. О критической ситуации в сельском хозяйстве в связи с погодными условиями расскажет Салават Мухаммадулян. Вышли на электронные площадки и увеличили продажи в 3 раза. Продукция, представленная во всех наших магазинах Казани, также представлена на маркетплейсах. О мерах поддержки для предпринимателей расскажет Вероника Гайнудинова. Новый взгляд на правый берег Казанки. В топе оказалась Испания, Швейцария и наши казанские ребята. Какие невероятные изменения ждут казанцев уже совсем скоро. Все подробности узнала Наталья Мезина. Сегодня Владимир Путин провел 18-ю по счету прямую линию с населением. Общение с президентом шло 3 часа 42 минуты. В этом году в связи с пандемией общение прошло в новом формате без гостей в студии. Президент России сам в свободном режиме выбирал вопросы, которые ему адресовали по телефону. Сайт программы и мобильное приложение «Москва Путину». Много обращений касалось пандемии, вакцинации. Также президент ответил на самые злободневные вопросы последнего времени. Рост цен, плохие дороги, социальные выплаты. О главном Дмитрий Аринин. Здравствуйте. Первые полчаса общения с президентом были посвящены первостепенной сейчас теме – пандемии коронавируса и вакцинации. Владимир Путин рассказал, что он сам уже привился спутником ВИ. Вакцинация же добровольная, но по федеральному закону 1998 года руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Действия наших коллег в отдельных этих 10 регионах как раз направлены на то, чтобы предотвратить необходимость введения локдауна. Когда закрываются целые предприятия, люди оказываются без работы, без заработной платы, когда разоряются мелкие и средние предприниматели и падают доходы населения. Вот для того, чтобы этого не случилось, в отдельных регионах и по отдельным категориям граждан и вводятся такие обязательные нормы, связанные с вакцинацией. В продолжении темы школьник из Москвы спросил, как будут проходить занятия в новом учебном году, очно или дистанционно. Не могу сейчас этого тебе сказать. Полноценного ответа на этот вопрос у меня нет, потому что мы не знаем, как будет развиваться ситуация с коронавирусной инфекцией в стране или там, где ты живешь. Но, скорее всего, что дети младших классов, конечно, будут ходить в школу, ведь мы и раньше их практически не закрывали. Так же, как рассказал Владимир Путин, 7 и 6-летними детьми получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей. И неважно, идет ребенок в школу или нет. В продолжении темы денег перешли к подорожанию цен на продукты. Как так получилось, что у нас бананы с Эквадора, стали стоить дешевле, чем морковь из наших соседних областей? Владимир Путин объяснил, что в стране не хватило своей продукции, пришлось завозить из-за границы. Из-за доставки овощи подорожали. Также сказался общий мировой рост цен. Мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние 10 лет. К сожалению, это общемировая тенденция. Рост цен на продовольствие. Везде так происходит. И, конечно, имея в виду, что Россия является частью глобальной экономики, на нас это тоже отражает. Еще одна наболевшая тема – плохие дороги. На них жалуются из разных городов страны, в том числе и Татарстана. Вот так выглядит дорога в школу номер 39 в Таганроге. А вот жители Нижнекамска измерили глубину своих ям – около 25 сантиметров. Вот что касается федеральных трасс, то на первом этапе государство занималось именно этим, потому что это основные магистрали, по которым грузы перевозятся и люди ездят. Значит, они создают каркас всей сети. У нас сейчас 85% примерно переведено в нормативное состояние. Значит, к 2024 году 50% региональных трасс должно быть переведено в нормативное состояние. По сообщениям россиян, в разных регионах люди не могут добиться бесплатной газификации
газификации, которую анонсировал Владимир Путин во время своего послания. Хотя рядом с нами дачи мэров, там газифицировано все. И как нам дальше быть-то? Как еще раз отметил президент, до дома владения газ должен быть проведен бесплатно. Если на даче мэра есть газ, то значит труба рядом есть. Правильно? Газовая труба где-то рядом. И в соответствии с принятым решением и к вашему участку должна быть подведена, причем бесплатно, должна быть подведена газовая труба. Владимира Путина попросили прокомментировать, как он оценивает работу Госдумы и почему поддерживает «Единую Россию». Парламент 7-го созыва работал не просто удовлетворительно, а на должном уровне. Если нужно принимать не очень популярные, но необходимые для людей, для судеб нашей страны решения, депутаты от «Единой России» идут на это. В известной степени себе во вред. Я был автором, что называется, создателем этой партии. Я естественным образом ее поддерживаю и намерен поддержать ее в ходе избирательной кампании. Во время почти 4-часового эфира президент ответил на 69 вопросов. Россияне просили, чтобы такие линии проводили и губернаторы. Почему не заставить всех губернаторов проводить прямые линии, как у вас, ежегодно или раз в квартал? Это сняло бы ряд вопросов к президенту. Ну, кстати, главы некоторых регионов уже устраивают такое общение, правда, в основном через социальные сети. Такой опыт был в Москве, Татарстане, в Петербурге и не только. Ну, я думаю, что это никому не помешает, потому что вот такое прямое общение, оно важно не только потому, что люди имеют возможность первому лицу государства либо региона задать вопросы, но еще важнее то, что происходит, я об этом много раз говорил, происходит выборка наиболее актуальных проблем, которые волнуют граждан. И это чрезвычайно важно для того, чтобы скорректировать свои практические действия в важнейших сферах, в социальной политике, в здравоохранении, в том же самом жилищном строительстве и так далее. Я поэтому рекомендовал бы руководителям регионов, моим коллегам, прислушаться к мнению граждан. Отметим, что Рустам Минниханов проводит прямые линии на телеканалах республики: ТНВ, Татарстан-24, Эфир. Нам важна вот такая связь, когда люди реагируют. На прямую линию Владимиру Путину адресовали более 2 миллионов вопросов. Все, что не вошло в эфир, также найдет свой ответ. Вопросы будут направлены в федеральные ведомства и в регионы для решения на местах. Дмитрий Аренин, ТНВ, Москва. Вопросы вакцинации, экономика в пандемии, медицины, ЖКХ. Эти и другие темы звучали сегодня во время прямой линии с Владимиром Путиным. Россияне спрашивали о ценах на продукты, о добровольности прививок, социальных выплатах. Какой она была первая прямая линия президента за последние 2 года? Мнение экспертов далее. Президент является гарантом закона, и президент сказал так, как написано в законе. Вакцинация обязательно необходимо, но к этому решению должен прийти каждый человек сам. Нету вариантов сегодня, никакого чуда не произойдет. Вы можете посмотреть по статистике, теперь уже я перехожу и говорю как врач. Нет больных, нет в реанимации практически тех, кто вакцинировался. Большое влияние, конечно, оказала вот эта ковид-пандемия, особенно на цены. Если говорить по продуктам питания, то немного ограничилось производство в мире. Даже по данным ООН растут цены. И хотя вроде бы продукты наши, но у них в себестоимости могут сидеть валютные расходы. Такие, например, как импортное оборудование в свое время было приобретено, а чтобы его обслуживать, нужны какие-то запчасти, нужны ингредиенты, нужны расходные материалы. Они все покупаются за валюту. И это... Соответственно, курс вырос, и затраты тоже выросли. Мне, конечно, самой интересны вопросы, которые связаны с моей непосредственной деятельностью. Это вопросы социальной политики, семейной политики, образовательные вопросы, вопросы, связанные с культурой. Поэтому я сижу у телевизора, я признаюсь, я сижу с 12 часов у телевизора, слушаю внимательно. Разнообразие, многообразие вопросов, география этих вопросов – это неизбежно и это ожидаемо. Вот такой вот более живой формат, он интересен и, наверное, более правильный. Сейчас появляются у нас новые населенные пункты, поселки. С 1 июня
Владимир Владимирович Путин подписал указ о бесплатной подводке газопровода до границы домохозяйства. Раньше, если она была подведена только до населенного пункта, остальным за свой счет приходилось тянуть домохозяйство. Сейчас такой проблемы и финансовой нагрузки нет. Это, я считаю, огромная помощь со стороны правительства, власти нашим гражданам. Вопросы жилищного коммунального хозяйства входят в приоритетные вопросы, такие же как медицина, такие же как благоустройство, дороги. Тема всегда актуальная, и я предполагаю, что много жителей оставляют свои вопросы, по которым они не могут решить. Думаю, что на местах эти вопросы будут регулированы после прямой линии, переданы непосредственно руководству региона и исполнителям. Президент озвучил о том, что 5 мусоросжигающих заводов уже строятся. В числе этих 5 у нас завод, 4 Московская область. У жителей возникают вопросы. Прозвучало, что как же можно людей заставлять заниматься раздельным сбором, если мы видим о том, что отходы все равно едут, что называется, на единую точку. Когда с коллегами разговариваешь, они отвечают о том, что длительное время должно быть. То есть воспитание прямо с детского садика, школа. К другим новостям. Из-за аномальной жары в 38 районах республики введен режим чрезвычайной ситуации в Татарстане. Может быть дефицит кормов. Аграрии уже несут потери по сбору молока. Сложившуюся ситуацию сегодня обсудили на заседании комиссии по ЧС. Его провел Рустам Минниханов. Ситуация в некоторых районах критическая. В результате отсутствия дождей под угрозой урожай. Как республика будет выходить из ситуации, расскажет Салават Мухаммадуллин. Должно быть где-то сантиметров 70 уже, 75. А сейчас вот как видим. Вот. Сейчас, если 40 сантиметров, и то хорошо. Это 125 гектаров ячменя. Дождя здесь не было уже 2 месяца. 15-минутный ливень прошел пару дней назад. Только вот толку от него. 1, 2, 3, 4, 5 колосков чего. А здесь, по-моему, раз в 7 больше, да? Да. Это и то еще недостаточно. Он должен и то еще недостаточно, это да. По словам Газиза Ханова, осенью планировали собрать зерна 40 центнеров с гектара. Сейчас хотя бы 15. Такая картина и с пшеницей. И в сравнении с другими районами республики ситуация в Рыбной Слободе еще более-менее. На территории районов 30% не прошел дождик, вообще не было с 3 мая. А вот 70% более-менее иногда, дожди были. Видите, погода тоже жаркая. И то, что падает в землю, быстро испаряется. В связи с аномальным июнем сегодня Рустам Минниханов провел уже 2-е за неделю заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. За 7 дней местами в республике прошли дожди, но легче от этого аграриям не стало. Причем такая ситуация и у соседей. Засуха в Башкортостане, в Самаре, Ульяновской и Оренбургской областях. Влаги в почве на сегодняшний день в пахотном слое они низкие и составляют менее 10 миллиметров продуктивной влаги, что является критическим значением. Критическая ситуация уже наступила с кормами. Только половина районов в этом году сможет ими обеспечить себя. Последствия жары бьют по карману уже сегодня. Каждый день республика не досчитывается более 15 тонн молока. В ходе засушивания районов поставлена задача обеспечить выплату арендной платы за паевые земли в размере рекомендованными сельхозом не менее 800 рублей за гектар, только кормами или деньгами. Не надо ссылаться на трудности, а необходимо помочь своему населению сохранить живность в подворьях. Вообще суховей, почвенная, атмосферная засуха зафиксирована в 38 районах республики. В них введен режим ЧС. Это позволит хозяйствам рассчитывать на страховые выплаты. На них смогут рассчитывать только 10% хозяйств республики. В этой ситуации Рустам Минниханов сегодня поставил задачу усилить работу по заготовке кормов, в том числе и в лесных массивах и за пределами региона. Рассмотреть вопрос расчета с населением за пай кормами. Контроль возложен на глав районов. Оперативный штаб в ежедневном режиме должен работать в части кормов и для общественного сектора, и для личного подворья. Президент отметил, внутренних ресурсов для заготовки кормов может не хватить, и поэтому будет рассмотрена возможность зернофуража. Салават Мухаммадуллин, Даниил Филатов, ТНВ, Казань, Рыбнослободский район.
Рустам Минниханов сделал замечание мэру Набережных Челнов Наилю Магдееву из-за проведения Дня молодежи без соблюдения санитарных требований. Об этом сообщил руководитель пресс-службы президента Лилия Галимова. 26 июня у главной сцены парка Прибрежный собрались десятки тысяч человек без масок, не соблюдая социальную дистанцию. Рустам Минниханов поручил мэру Челнов доложить о результатах проверки и привлеченных к ответственности за такую ненадлежащую организацию мероприятия. Каждый на своей территории за это будет нести персональную ответственность, отметил президент. Дети без игровой площадки, бабушки без скамеек. С такой проблемой в нашу редакцию обратились жители 23-го дома по Академика Глушко в Казани. В октябре прошлого года их дворовую территорию начали благоустраивать по программе «Наш двор». Сделали дороги, парковку, установили мусорные контейнеры. Однако на этом работы завершились. Ждать ли детской площадки во дворе, узнавала Наталья Мизина. Асфальт попостелили. Ну, как бы вот маленько не доделали. Вот он, обновленный двор на Глушко. Его местным жителям презентовали в мае прошлого года. Уже в октябре рабочие сделали парковку, асфальтированные дорожки и установили контейнеры для раздельного сбора отходов. На этом работы приостановились. Бабушки у нас выходят со своими скамеечками, садятся, отдыхают вечером. И днем, утром выходят. У нас были площадки с той стороны, с этой стороны. Их всех демонтировали. То есть, по сути, детей оставили без места, где дети могут свободно выйти и провести время. По словам жителей, на этой территории была запланирована спортивная зона, современная детская площадка. Такой новый благоустроенный двор по республиканской программе запланирован на 3 жилых дома, а это 324 квартиры. Игровая площадка была главной просьбой жителей при планировании проекта по программе «Наш двор». Гулять со своими детьми сюда приходят жители 6 домов, но сейчас здесь только песок и асфальт. Что дальше? С этим вопросом жители обратились в народный контроль. Мы обратились через госуслуги в народный контроль. То есть там контрольный срок выставили 2 сентября. То есть и все это лето опять дети наших домов должны оставаться без игровой площадки. Они, получается, переслали уже в исполком. И исполком прислал ответ, то что все это дело будет запланировано, но с помощью спонсорских средств. Будут ли завершены работы согласно проекту? С этим вопросом мы обратились к куратору республиканской программы «Наш двор». Как мы выяснили, на работы уже потратили 24 миллиона рублей. Почти все деньги ушли на дороги, свет и площадку для мусора. А также выполнили основное пожелание жителей – убрать платную парковку. Игровая площадка появится во дворе за счет администрации Советского района. В ближайшее время жители увидят часть оборудования на своих детских площадках, которые будут установлены за счет средств управляющей организации и спонсоров. И до конца лета эта площадка должна быть скомплектована, исходя из того, какие будут ресурсы у управляющей организации. Если у татарстанцев возникают похожие вопросы и проблемы, они могут обратиться по телефону горячей линии, номер на экране. В этом году по программе обустроят 1074 двора. Наталья Мизина, Данил Филатов, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань. Расширяют аудиторию, увеличивают продажи. Выход на маркетплейс – мера поддержки для предпринимателей Татарстана. Их обучают и помогают представить свою продукцию на электронных торговых площадках. Все бесплатно. Услугой воспользовались уже 850 бизнесменов республики. Вероника Гайнудинова о новых реалиях рынка. Продукция, представленная во всех наших магазинах Казани, также представлена на маркетплейсах. Зиганшины шьют мусульманскую женскую одежду с 2013 года. В семье 6 дочек. Начинали для себя, а теперь у них целое производство. В пандемию продавали онлайн через Инстаграм. В марте прошли обучение в Центре электронной торговли «Маркетплейс Легко». Теперь свой товар продают на интернет-площадках. Аудитория расширилась, продажи выросли в 3 раза. Это базовые вещи, которые должен знать каждый предприниматель для того, чтобы зайти на Маркетплейс, потому что Маркетплейс – это огромная структура со своими правилами, со своими особенностями. То есть просто так зайти туда достаточно тяжело. Производим современную одежду с использованием национальной символики. Худи, футболки, поло с гербом, флагом Татарстана. Тимур Хуснияров тоже 2 месяца как представляет свой товар на маркетплейсах. Помогли в Центре электронной торговли, где за каждым предпринимателем закрепляется менеджер. Они говорят, что мы можем провести фотосессию отдельную, снять правильно ваш продукт с нашими моделями, с нашими фотографами, на нашей студии. Да? То есть привозите костюмы, отфотографируем, сделаем правильные карточки для маркетплейса.
Чтобы начать продавать свой товар на маркетплейсах, нужно выбрать площадку, открыть личный кабинет, определить логистический маршрут. Товар покупателю может отправлять в маркетплейс, либо сам продавец. И создать карточку товара, сфотографировать и разместить его на сайте. Все это бесплатно помогают сделать в Центре электронной торговли. Он создан по поручению Рустама Миниханова. В республике работает с 1 марта. Здесь обучили уже 850 предпринимателей. Мы на самом деле как некий институт, как мера поддержки для предпринимателей. На данный момент мы выводим на Озон, на Wildberries, на Яндекс.Маркет. Выйти на маркетплейс с 15 июня помогают и в Центре предпринимательства. Все программы здесь по национальному проекту. Также мы оказываем услуги по выходу на экспорт. Также мы оказываем услуги по ведению бухгалтерии в течение 6 месяцев. Оказываем услугу по повышению квалификации сотрудников. Обратиться за помощью может любой предприниматель. Сайты центров и их номера телефонов на экране. Вероника Гайнудинова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Председателем Ассоциации содействия цифровому развитию избран Артем Сафин. Его кандидатуру представили сегодня на годовом собрании. Итоги работы озвучил председатель Совета ассоциации Рифкат Миниханов. В республике составлена дорожная карта единой цифровой платформы госуслуг. Так уже запущен онлайн-перевод платежей, работает суперсервис «Забота», который в 3 раза сокращает количество шагов для получения субсидий. Проект «Образовательная карта» обеспечивает безналичную оплату за школьное питание. Заработали и цифровые сервисы ОМС. Основная первая задача вот на этом буквально месяц-два принять активное участие в разработке и утверждении стратегии цифровой трансформации, которым плотно занимаются сейчас все наши министерства и ведомства. До конца года минимум провести 4 встречи с президентом. И самое главное, и фильмы видели, принять активное участие в международном форуме «Казан Digital Week 2021». Работа ассоциации, она показала свою эффективность. И сегодня ассоциация объединяет 24 члена ассоциации, и количество организаций, которые хотят вступить с года в год, будут увеличиваться. И мы видим, что есть желающие, которые хотят войти в ассоциацию не только с Республикой Татарстан, но и с других субъектов Российской Федерации. Создание фотозоны для молодоженов, строительство детской площадки, очистка озера. 12 предложений из разных районов республики в этом году получат финансирование по результатам федерального конкурса «Единой России». Сегодня в республиканском исполкоме партии прошла дискуссия «Муниципальная инициатива», где своими лучшими практиками делились некоммерческие общественные организации и активные граждане. Задача партии – помочь проектам воплотиться в жизнь. Эта работа, она не нова. Мы уже на протяжении многих лет активно поддерживаем все те начинания, которые разворачиваются на уровне районов и городов. Благодаря поддержке Рустама Нургалеевича последние 3 года мы получаем гранты именно на поддержку партийных организаций в реализации местных инициатив. Все мы поддерживаем решение важнейших социальных вопросов и задач: повышение продолжительности жизни, борьба с бедностью, модернизация системы образования и здравоохранения, перелом негативных демографических тенденций. Добиваться этого, используя вчерашние подходы, невозможно. Помочь посредством новых социальных проектов и поддержки гражданских инициатив – вот наша ключевая задача. Сегодня Татарстан лидер по количеству НКО в Приволжском округе. Успешными проектами делятся по видеосвязи представители со всей республики. Логопедический центр в Апастово, лечебная педагогика в Челнах, новая спортплощадка в Пестричинском районе. Парк на наклонных крышах, парящее кольцо Сатурна и яхт-клуб – все это на правом берегу Казанки. Сегодня в столице Татарстана подвели итоги международного архитектурного конкурса. Свои идеи на лучшую концепцию развития территории разработали 50 архитектурных бюро из 19 стран. Какой же облик примет правый берег Казанки, узнавала Наталья Мезина. Сердце столицы Татарстана, правый берег Казанки. Уже совсем скоро эта территория изменится просто до неузнаваемости. Например, вот так.
6 разноцветных башен разместятся на побережье реки, а главным украшением станет парящее кольцо Сатурна. Это только один из возможных вариантов, которые реализуют в Казани. Такой неповторимый силуэт на берегу Казанки предложили создать архитекторы из Швейцарии. Они, как и другие 50 участников международного конкурса, 2 месяца решали, как преобразовать прибрежную зону. Дано 9 гектаров земли между улицей Сибгата Хакима, Ривьерой и будущим парков горизонтов. Задача – создать гармоничный архитектурный ансамбль. Кто нашел ответ? Имена победителей озвучивает Ильсур Медшин. Нет гран-при, нет абсолютно первого места. Но это и хорошо. По условиям конкурса нашему инвестору это раскрывает возможности и палитру выбора решения. Международное жюри во главе с мэром Казани выбрали сразу 6 лучших проектов. Среди них испанский эскиз. В основе эко-концепция. Парки и скверы зелеными пальцами проходят сквозь всю территорию. Это очень сильная идея. Она в корне меняет силуэт правого берега. Она задает совершенно другой тон всей этой территории. И нам тогда думать надо над окружением. Как окружение подтянуть к этому уровню. Конгресс-центр, совмещенный с яхт-клубом на 50 швартовочных мест. Такой проект в прибрежной тематике предлагают уже наши казанские архитекторы. Прямо с крыш можно будет наблюдать за спортивными соревнованиями, а рядом расположится зеленый парк для детей. Жюри не знало, из каких стран оценивают работы участников. За казанских архитекторов у Ильсура Медшина особая гордость. В топе оказалась Испания, Швейцария и наши казанские ребята. Вот для меня это, конечно, там самое масло на сердце. Инвестор готов хоть завтра начать работы по лучшим проектам. Нужно только выбрать единую концепцию и решить нормативно-правовые вопросы. Вся территория будет открытая для жителей, гостей города. Это многофункциональный центр, который объединит в себе самые важные ключевые элементы девелопмента. Какой станет итоговая концепция благоустройства правого берега Казанки, еще предстоит решить архитекторам, инвесторам и жителям Казани. Наталья Мезина, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань. На этом все. Следите за новостями также на наших ресурсах в интернете. Всего вам доброго и до встречи. В студии София Егорова. Здравствуйте. Вот и первый месяц лета позади. Задал он нам жару в прямом смысле этого слова. Каким будет первый день июля, узнаем совсем скоро. Не откладывайте заказ вашей новой кухни. Закажите ее в рассрочку в Данил Мастер. Только до конца июля доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект кухни в день обращения. Звоните 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, Бугульме, Бавлаха и Азнакаева. Переменная облачность, ожидаются дожди. Днем до плюс 27. В набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге придет долгожданная прохлада и осадки. Днем плюс 27-28 градусов. В Агрызе, Менделеевске, Актаныши переменная облачность, временами дождь и плюс 28 градусов днем. В Арске, Кукмаре и Балтаси воздух немного остудился и стало комфортно, плюс 25. В Болгаре, Дрожжином и Буинске велика вероятность осадков, днем до плюс 27. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше, несмотря на облачность и дождь, будет довольно тепло, плюс 26-27 градусов днем. С появлением дождей пришла и долгожданная прохлада. Температура вернулась в норму, и в ближайшие дни нас ждет аналогичная погода. Большой выбор садовых цветов в ДК «Химиков» 1 и 2 июля 2021 года с 10 до 18 часов. В Казани ожидается переменная облачность. Днем возможен дождь. Ночью около плюс 21, а днем 27 градусов выше 0. Ветер юго-западный умеренный до сильного. Атмосферное давление 748 мм ртутного столба. Влажность воздуха 64%. По сведениям метеорологов, в ближайшие дни скачки температуры не прогнозируются. Температурный фон будет держаться в интервале от 25 до 27 градусов выше 0. На этом наш выпуск завершен. До свидания.